со всех сторон. Нашей целью для начального развития государственной молодежной политики является порядок и контроль в соблюдении закона о государственной молодежной политике от 2010 года. Также нам нужен механизм включения молодежных программ в государственные программы, планы бюджетирования. Нужно средство, то есть мониторинга развития молодежной политики. Для этого непосредственно создается координационный совет. На начальном уровне должен быть сформирован координационный совет с участием привлеченных структур, а также ключевые активные группы, в состав которых входят также лица от этих структур. То есть, что это означает? Развитием государственной молодежной политики должны заниматься не только профилирующие ведомства, как Государственный комитет по делам молодежи и спорта, а также другие структуры, как и все министерства, Министерство образования, Министерство внутренних дел. Каждое министерство должно иметь свою ключевую активную группу по развитию молодежной политики от ее лица. Также большим примером развития молодежной политики послужит международная практика. То есть, чтобы понять, как устроена молодежная политика, нам удобнее всего будет ознакомиться с ней на международном уровне, то есть на международных площадках, как она развита в других странах, после чего нам нужно провести исследование о том, как развита молодежная политика у нас в государстве. Ознакомившись с уровнем и развитием молодежной политики в других странах, мы должны понять и провести экспертный анализ того, как эту молодежную политику адаптировать у нас в стране. После надо запустить общественные кампании, то есть это определенные действия, которые помогают публично и громко заявить о проблеме, то есть получить помощь от общества, а также от представителей власти для решения этой проблемы. Также одной из проблем является отсутствие четкой стратегической задачи в сфере молодежной политики, что приводит к недопониманию районов о том, как развивать ее, то есть в некоторых субъектах. Поэтому районам надо четко поставить задачи о том, в их деятельности, в которых они должны двигаться для достижения своих целей для развития молодежной политики. Также две проблемы связаны между собой. Вот говоря о предпринимательстве молодежном, это вот молодежное предпринимательство и также дефицит вакансий, назовем это так. То есть, если молодежное предпринимательство будет поддерживаться со стороны отвечающих за это государственных структур, то тем самым повысится количество вакансий, с помощью которых будет упрощено трудоустройство молодежи у нас в стране. И также касаемо абхазского языка, первым шагом, я считаю, решения проблемы абхазского языка среди молодежи, начиная от подросткового возраста, это увеличение количества школьных предметов в абхазских школах, перевести их на абхазский язык. То есть помимо абхазского языка и литературы, в абхазских школах должно также изучаться на абхазском языке, также история Абхазии и география Абхазии. Решение, то есть проблем много, решать много чего, но основные проблемы, вот то, что я перечислил, считаю наиболее важными.